ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Представители компании «Ситек», Ространс, Управление ГОЧС администрации встретились с жителями Яриги. Тема – перевозка хлора. Первое, что смутило посельчан – время встречи. Будний день 14:15. Сразу наталкивает на размышления, что это не случайно, и обсуждения хотят превратить в спектакль. По сути вопроса. Жителям показали краткую презентацию. Директор ухтинского филиала произнес речь о готовности к обсуждению и диалогу, что все законно и безопасно. Конечно, ошибки внутри производства возможно. Какие-то разгерметизации, какие-то утечки хлора, возможно, теоретически и практически. И у нас все для того есть, все степени защиты, чтобы не допустить развития каких-то местных локальных инцидентов или аварий. Однако после слова взял депутат Совета МУГО Куканов. Он подверг критике действия ГОЧС, озвучил информацию по разнообразным документам и запросам, а главное суммировал суть опасений жителей. По Ситеку у нас только может быть одно сегодня требование. Пока этот завод капитально не будет работать, мы не узнаем, экологически он 100% чистый или нет. Все претензии, как туда попадает хлор. А вот здесь стоит интересная ситуация. Вдруг появляется какой-то супчик Ространс, организация транспортная, которая будет всем этим заниматься. Кто приобретатель хлора? Только Ситек. Его адрес эта организация переводит. Но Петр Николаевич вам всегда говорит по забору. Ситека у меня все прекрасно, а дальше не я, но там, наверное, тоже будет все хорошо. Доставка хлора сегодня осуществляется так. По ЖД он прибывает в вагоне, а затем по внутрипромысловой дороге на территории Лукойла переправляется на производство на машинах. Камень преткновения ангар, куда прибывает вагон. Это Лермонтова 2, по мнению жителей, слишком близко к самому поселку. Промышленники аргументируют, что законы и нормы не нарушены, есть оборудование для ликвидации ЧП, спецгруппы и так далее. Люди возражают, неубедительно. Другой интересный момент. На первом этапе данному заводу присвоена 3-я категория. Там может находиться до 25 всего тонн хлора максимум. В вагоне даже по тем словам, что он говорит, ГОЧС пришло 40. Где находились 15? Или в это время стоят сбоку на заводе, чего нельзя было стоять делать, или вообще хранились в этом ангаре. Когда произойдет несчастный случай на заводе, нам объявят, хотя мы каждый день эти сирены слушаем, мы не поймем вообще, что происходит. Может, противогаз какой-то отдельный. Но когда это случится 400 метров от жилого фонда, сразу здесь за пожарной частью, никто ничего уже не оденет. Ни школы, ни садики, никто. Петр Кондрашкин подтвердил, действительно, вагон разгружается примерно 2-3 дня. В среднем по 15 тонн в день увозится на производство. То есть формально правило до 25 тонн максимум соблюдается. Фактически хлора в эти дни явно больше. В январе на Яригу прибыл первый вагон с хлором. В мае 2018-го, как выяснилось, второй, а на подходе и третий. Много вопросов задавали Ространсу, подрядчику по перевозке хлора. Представители компании, как оказалось, по запросам общаться готовы, но к диалогу в фактах и цифрах на месте не готовы. Назовите сейчас дату и кто проводил экспертизу. Тут конкретную дату сегодня я не могу сказать. Кто проводил экспертизу? Так дословно прям не вспомню. То есть вы не можете сказать ни дату, ни того, кто это делал, но утверждаете, потому что проведено. на этот объект очень много документов. Я не буду сейчас прям даты конкретно назвать, если есть необходимость. Есть, вот она сейчас возникла, а вы не готовы. Я не буду сейчас перечислять даты лицензии. Начальник управления ГОЧС сообщил, что на Яригу доставлено более 6 тысяч противогазов, снарядили клуб, детсады, школу и другие объекты. Жители обратили внимание, что улица Первомайская, например, в отдалении, и получить там на месте противогаз сложно. Также управление ГОЧС подтвердило, что не муниципальные организации, которые сами должны обеспечить средствами защиты своих сотрудников, проверяли давно. В то же время прозвучал призыв о разумности. На моих глазах развивался поселок, называется Вайвов, в соседнем Сосногорском районе. Был столицей нефтяной империи, Тебукнефть. Там было все. С окрестных крупных городов туда ездили отовариваться, потому что это был Тебукнефть. Тебукнефть закрылась. Маленький депрессивный умирающий поселок, разваливающийся на глазах. Зато прекрасная экология, все нормально, ничего нет. Понимаете, есть определенный баланс. Если мы хотим жить хорошо, в цивилизации, мы должны понимать, что это прежде всего производство. Но производство надо контролировать. Здесь мы с вами полностью согласны. После долгого эмоционального обсуждения предложили остановиться на нескольких главных вопросах. Чтобы в течение 3 часов не было вообще в поселке. Сразу хранят так.
А там пусть прикрываются любыми инстанциями, почему их не 25 тонн, а 40 тонн. Или везите в вагоне ровно 25, сколько можете туда принять. Это первое. И второе, когда начнет работать ГОЧС, каждого человека доведет информацию конкретно: Петров, где ты будешь противогаз брать, Сидоров, где ты будешь брать. У нас полпоселка сиренами вообще не оборудовано. О чем у нас ГОЧС думает? И оборудовано полпоселка. А дальше документально будем решать и добиваться. Покажите все экспертизы. И не какие-то частные шарашки, а госэкспертизу, что этот ангар может здесь стоять. Поскольку вопрос перевозки хлора затрагивает и поселок Шудаяк, то слово взяла депутат Госсовета Екатерина Руденко. И мы все время будем упираться: или Шудаяк, или Ярига, или так, или эти рискуют, или те. И кто громче скажет о том, что он не согласен. Умирать не хочется никому, и рисковать не хочется никому. Поэтому изначально все-таки нужно прийти к лучшему решению. Хорошо, спасибо на сегодня за дорогу, вот то, что товарищ Гусарев предлагал, за объездную. Спасибо, это минимум, хоть какая-то гарантия, да, что сколько-то метров это будет не через Яригу. Но это опять же не кардинальное решение. То есть развивая производство, вот говорил сегодня Петр Николаевич, мы развиваемся, да, развивая производство, давайте не ставить точку на доставке, давайте тот проект, который должен обеспечить безопасность законно, мы не будем на нем ставить крест и будем параллельно решать и эту проблему. Речь идет о ЖД-ветке, не к ангару для разгрузки, а непосредственно к производственному комплексу. Однако ее строительство, как обычно, упирается в цену вопрос. Вопрос с перевозкой хлора наболевший и свежий. Встреча с жителями Яриги явно не последняя.